Ну и сегодня в рамках третьей рубрики нашей программы «Специальный репортаж» мы прибыли в логово футбольных болельщиков команды МЮ. Мы решили задать несколько вопросов истинным манкунианцам с казахскими лицами и посмотреть, что они на них ответят. Откуда вы родом? С Караганды. А как давно болеете за МЮ? С 2006 года. С 99 по 2000. Ну, в смысле... 1 год болели. Я с 2007-го. Я с 10-го года. А почему вот родом с Караганды, а болеете за МЮ? Ну, там история такая. Старые журналы убирал, короче, у мамки. И прочитал журнал типа Тьерри Анри. Почему МЮ И после этого болеете за МЮ. Не, вот... Ну, когда финал был с Баварией, вот тогда вот символично кубок стоит в Лиге Чемпионов. Именно и в форме в этой истории я сейчас. Так что, ну, как-то так. Вот. Так. Говорят, чтобы МЮ наконец-таки стали чемпионами Англии, им специально разрешат играть руками. Как считаешь, это правда? Нет, это неправда, потому что Манчестер Юнайтед в скором времени, года 2-3 обязательно станет чемпионом и покажет всем, кто такой здесь босс. Но болельщики МЮ так уже 8 лет говорят. Но мы дождемся обязательно, мы знаем, потому что верим в свой клуб, потому что Манчестер Юнайтед это лучший клуб в мире. Ну или край дети ваши дождутся, да? Ну, скорее всего. Глупости. Правда. Потому что для МЮ даже придумали ВАР, Для МЮ все делают. Но они все равно не становятся чемпионами. станут в этом году. Вы так каждый год говорите. Им разрешат играть руками. Это правда? Да, руками, головой, главное, думать. Это, наверное, больше к Ливерпулю, наверное. Говорят, что МЮ это футбольная машина. Это правда? Ну, как бы, да, футбольная машина, но я точно не разбираюсь в машине, но самая лучшая машина в футбольном мире. А если сравнить МЮ с машиной, какую можно выбрать? Ну, моя любимая машина это Хаммер, поэтому Хаммер, кажется, Такая же неповоротливая и тяжелая. неудобная, так сказать, для соперников и для себя, конечно. Так никто не говорит. Футбольная машина, это, наверное, больше к Баварии. МЮ красные дьяволы. Но это не машина. Нет, машина ломается. Говорят, что если это футбольная машина, если ее сравнивать с футбольной машиной, то Фергюсон, уйдя 8 лет назад почти, да, забрал с собой ключи. Нет, почему? Он оставил их. Просто его нужно чуть-чуть починить. Машину. Ну, я так не думаю, просто водитель не очень считает. Но в скором времени обязательно он привыкнет к этой машине и станет настоящим гонщиком, так сказать. Вы очень хорошо знаете МЮ. Ну, еще бы, конечно, нет. Сколько вместимость Олд Траффорд? 78 тысяч тенге. 76 тысяч человек. Точно? Ну, там, с копейками. Без копеек. 75, 552, где-то вот так. Ну, не точно, я думаю, нет, не точно. МЮ или любимый парень? Или муж? МЮ. МЮ? Мужа, который болеет за МЮ. Говорят, что все тренеры после того, как потренируют МЮ, проходят курс или реабилитацию психолога. Это правда? На части правда. Пришел к нам Мауриньо, был свеж, светил, а сейчас на него посмотришь, как будто постарел на лет 20. В свое время команда МЮ проиграла даже Астане. Вот по-твоему, что это? Это позор английского футбола или триумф казахского футбола? Ну, скорее всего, если смотреть объективно, то это триумф казахстанского футбола, потому что Манчестер Юнайтед это такая команда, которую весь мир почти знает. Но с точки зрения Манчестера, это, конечно, опыт для молодых игроков на еврокубковой арене. Это триумф казахского футбола. Да. Потому что Манчестер играл третий... О, господи. Третьей командой. А для тебя, как для болельщика МЮ, что это было? Ну, для меня, это как болельщика МЮ, конечно, были какие-то обиды на матч. Настроение было лучше, потому что Манчестер Юнайтед в Астане. Главное, увидели живую, и это было лучше. Короче, своим проиграли нормально, да? Ну, так сойдет, да. Смотрите, девчонки, МЮ, любовь к футболу это одно, но и надо замуж. Давайте так, ваши инстаграмы. Баян Ибраева. Little Happiness. Как? Это что за псевдоним? Маленькое счастье в переводе. Это откуда такой псевдоним у вас? Сама придумала. Ну, кстати, если у вас парень появится, если он будет другой футбольной команды, я думаю, жизнь еще интереснее будет, да? Да. Я, знаешь, Да, нормально, можно на ты. Ну, уже подкатываешь нормально, да. обычно мне никогда не попадались фанаты Манчестера. И поэтому для меня вообще не проблема, если мой молодой человек будет не фанатом Манчестера. Ну, я на самом деле хотела бы единомышленника найти. То есть хочется, чтобы интересы были одинаковые. Че, заплачете, да?
Да, друзья, наступил момент, когда выпуск наш завершается. Спасибо большое за ваше внимание. Будем надеяться, что следующий выпуск вас также порадует. Пока.